Всем привет! Это программа «Детей много не бывает». Как вы думаете, где я? Не угадали, я в Чекмагуше. Здесь живет семья Ильясовых. И вы не поверите, я сегодня буду в этом доме 12-м ребенком. Я всегда мечтал жить в большой семье, даже завидовал одноклассникам, у которых несколько братьев или сестер. По-моему, много детей – это круто. Я, конечно, точно не знаю, зато уверен, что детей много не бывает. В этой передаче мы лично познакомимся с ребятами, чьи семьи считаются многодетными. Проведем с ними целый день. Зато какой! У нас по плану разговоры по душам, работа по дому, семейный ужин. Наш проект реально покажет, как живется моим сверстникам в многодетной семье. А за то, что наши герои пустили съемочную группу своей семьи, мы подарим каждому участнику фотоальбом. Они нам эмоции, а мы вам воспоминания. Уху. Вот это сказка. Конь золотогривый. Лебеди. Фотограф уже на месте. Пойду и я присоединюсь к ним. Раз, два, три. Получится дорожка. Смотрим. Привет всем. Привет. Что рисуем? Цветочек. И чебурашку, да? Здорово. Привет. Это наш фотограф, и его тоже зовут Рустем. А меня зовут Рустем, а вас как? Его Юстинка, меня Рада. А сколько вам лет? Им будет 4, мне 6. Так красиво рисуете. А кто вас научил этому? Мы сами научились. Это вы так красиво разукрасили весь двор? Нет, это мама с папой. Ну, тогда пошли знакомиться с родителями. Пошли руки помой. Иди. Мама здесь варенье готовит. О, здравствуйте. Привет! А из чего варенье? Из яблок, повидло. А примите меня в семью 12-м ребенком. Да с удовольствием. Добро пожаловать. Детей много не бывает. А чем я могу вам помочь? Там девочки яблоки собирают. Давай включайся в процесс. Собирай, помогаем. Окей, пошел. Чем же они необычны, скажете вы? Во-первых, их много, очень много. 11 детей. Во-вторых, они очень дружные, друг за друга горой стоят. И в-третьих, они все целеустремленные. Оп. А я так умею. А вы? Давайте поиграем. Давай, ты первая. Оп. Так, мимо. Так, а давайте теперь я. Вот так нужно. Давай. Оп. Давай. Оба. Мимо. Ну что, набрали яблок? Я тут думаю, набрали. собирают они. Они тут играют. Вот молодцы. Давайте набираем быстренько. Там же Юнона ждет, когда вы занесете им. Ой, молодцы. А хватит? Или еще надо? Еще наберите, вон же еще есть. Вон. А вы из этих яблок что делаете? Сок варим. Ого. Повидло, варенье, пастилу. У нас урожайный год в этом году. Яблок полно. А я люблю пастилу. У меня бабушка делает. У нас тоже все любят. Рада, она
сначала 100 раз подумает, стоит ли это вообще делать. Потом только, если это ей нужно, она сделает. А так тоже очень такая целеустремленная, спокойная, конечно. И у ней мечта стать судьей. Юстинка у нас, она маленькая, но тоже такая шустрая, любознательная. Мы тебе яблочки принесли. Спасибо. А этих яблок достаточно? Пока хватит. А сколько литров сока из этого выходит? Где-то 1,5 литра. Ничего себе, столько яблок, а всего лишь 1,5 литра. 1,5 литра сока хватает на 11 человек? Если не хватает, мы можем сделать еще. То есть сегодня не 11, а со мной 12, а с вашими родителями 14. Ничего себе. Получается, сколько еще ведер надо? Ну, чтобы всем хватило, еще нужно 2 ведра. Это получается все вместе 3 литра, да? Да. Ну а с моими помощницами собрать 2 ведра яблок совсем не трудно. Да. Юнона у нас тоже упрямая, у нас, наверное, не упрямых в семье вообще нету. Настойчивая, поставила перед собой цель, и вот к этой цели тоже идет. И для того, чтобы дойти до этой цели, она сейчас вот прилагает максимум усилий, это в учебе. Опять гол. Когда детей в семье много, можно собрать большую футбольную команду. А когда у Ильяса появился еще один брат, то мы сможем выиграть любую команду на свете. Ну, моя задача зарабатывать деньги, обеспечивать семью. Не так уж, можно сказать, хватает. Ну, стараемся. Ну, у нас свое хозяйство же еще. Вот это вот является большим подспорьем. Мы делаем там заготовки в огороде, в лесу. Ну, все, что можно заготовить на зиму, мы заготавливаем, мы этим пользуемся. Поэтому какое-то подспорье. Вечером, например, при кормежке скота, там каждый свою лепту вносит. Кто-то там картошку, например, яблоки рубит. Кто-то траву собирает, чтобы зайчикам дать. Кто-то для куриц там мешанку делает. Папа мелкую работу поручает сыновьям. Еще. Рада, выше подбородок. Улыбаемся. Раз, два, три. Еще раз. Смотрим. Кадр, 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 кадр. Здорово, Ильяс, когда тебя катают, да? Ильяс у нас очень легкий на подъем. Вот ему сказали что-то сделать. Вот он сразу может уже помчаться, все это сделать. Может, ты меня тоже покатаешь? Нас тоже покатаете? Ну, давай, сейчас Ильяса довезу с ветерком. Так, слезай, Ильяс. Обед для барашек готов. Идемте кушать. Вы каждый день кормите так? Мы это вечером кормим всегда. А на поле не пускаете? Нет. У нас были козы, мы их на стадион водили, еще у Рандани были. Там красивые.
Здравствуйте. Здравствуй. А это кролики, да, тут? Да. А что вы сейчас делаете? Кормим их. А давайте я тоже покормлю. Ну, пожалуйста, Ильяс у нас ответственен за них. Чем кормим? Кормом, зерном, да? Много класть нужно? Нет, одно. Давай. По-моему, хватит. Ильяс, а сколько тут кроликов? 30. А какие кролики здесь самые красивые? Все красивые, но в основном белые. А это самая большая, это мама, да? Да, мама ихняя. Они много кушают? Ну да, они очень любят кушать. Фрукты очень любят. Бананами мы их кормим. А еще они любят арбузы и тынь. Кролики накормлены. Ну а мы можем идти домой? Можем идти домой? Пойдемте. Пойдемте. Пойдем, Ильяс. Обед у нас полноценный, суп, там мясо, картошка. Ужин тоже что-то такое, как второе. На каждый прием пищи я готовлю новые блюда. Много не готовим, чтобы поели. На этом и остановились, как говорится. Иосиф уж год и 6, но тоже, смотря на своих братьев и сестер, хочет что-то там больше знать, больше уметь. Вот на них смотря, разговаривать там, играть. Мы его кормили вроде, чтобы не пачкался, так скромненько, аккуратненько. Нет, он отвоевал свое право самому кушать. Иногда очень смешно бывает, конечно, но самостоятельно кушает. Снимите руки. Кадр, ура! Улыбайтесь, улыбайтесь. Натянули улыбки. Да. Не надо руки поднимать. Вот, еще раз. По выходным жена готовит беляш. Каждую субботу, каждый выходной. Любимые блюда. Дети тоже любят, но я в основном обычно для меня готовит. У нас не только многодетная, но и дружная семья. Потому что все дела мы делаем вместе. У нас нет каких-то разделений. Там, ты сделай, я сделаю. Кто может, тот и делает. Я их стараюсь развивать всесторонне. Например, во всех конкурсах мы стараемся участвовать. Там, ну, пусть это будет какой-то маленький там, осенний там, бал, например, чтобы ребенок знал, что это же интересно, познавательно. И танцами занимаются они, рисованием, спортом. А вот я слышала то, что ты в семье рисуешь лучше всех. Это правда? Да, правда. А это кого рисуешь? Маму в молодости. А вот вообще мама, у нее какой характер? Добрая, отзывчивая, всегда помогает, успокаивает. Если что-то не получается, помогает, чтобы получилось. А как твоя мама все успевает? Мы ей все помогаем. Ну, успеть совершенно все-то невозможно, но насколько хватает сил, настолько и успеваю. Но обычно в жизни никто не успевает все делать. Ни мама с одним ребенком, ни с 11. Это от количества же не зависит. У нас у каждого есть свои обязанности. Я вот за малышей отвечаю. Сестра вот помогает маме по хозяйству. А Илья за животных, да? Илья за животными смотрит вместе с папой. Мама по дому, на кухне. Родион у нас управленец, вот, прирожденный. У него и мечта работать где-нибудь в таких кругах и решать проблемы народа. А вот скульптуры, которые стоят во дворе, ты их тоже сам делал? Нет, это мама с папой. Мама придумывает, папа делает. А ты рисуешь эскизы, да? Но мы и стараемся, чтобы и дома, и
во дворе и где-то еще было, чтобы вот красиво, и интересно, и необычно. Больше я, например, какие-то там идеи подкидываю, а делаем мы уже все вместе. Эскиз могу набросать как бы словесный, что вот так бы сделать хорошо. Дальше уже развивается, и это мы воплощаем в жизнь. В итоге получается что-то такое еще глобальнее, чем мы и думали. И они этим гордятся, то, что у них родители необычные, дом у них необычный. Они дом называют у нас в гостях у сказки. Как вы все так успеваете? Тут и грамоты за армрестлинг, жим гири и за вязание пряжи. Вот как это все? Это если каждый будет заниматься своим делом, то можно успеть. Все зависит от воспитания, все идет от родителей. Смотря какие родители, такими будут и дети. Юлиан у нас спокойный, он в год лошади родился. Вот его можно с тяжеловозом сравнить, конечно. Он как бы очень так медленно все это решает, принимает, доводит все до конца. Дарина, и у тебя в руках огромное количество грамот. Расскажи о них. Чем ты занималась? Занималась одновременно тяжелой атлетикой и туризмом ориентированием, получается. Двумя видами спорта. А в итоге какое направление ты выбрала? В будущее собираюсь учиться тоже на медика, поступать в институт или в университет, еще пока думаю. Получается, вся ваша семья, династия медиков? Можно так сказать. Дарина у нас спокойная, мама уже такая тоже упрямая, упертая. Если вот решила что-то сделать, она обязательно это сделает. А вот ты сама, будучи мамой одного ребенка, понимаешь ли весь труд своей матери? Да, я понимаю. И как, сравнивая воспитание 11 детей и сравнивая воспитание одного ребенка, как это ощущается? С одним легче, но с 11, конечно, трудновато. Их всех воспитывать надо, смотреть надо. Мне сейчас пока и с первым трудно, но стараемся. Вы вот, наверное, о чем-то мечтаете всей семьей. Какая самая заветная мечта? Думаю, самое заветное, чтобы каждый из нас стал человеком, достойным гражданином России. Вот Дамир, ему 25 лет. Он очень упрямый, целеустремленный, гордый. Я не могу представить, что если бы я был бы только один, что бы я делал, а так вот домой приходишь, приезжаешь, когда вот долго не был, братья и сестры, они радуются, встречают, бегут, и я не знаю, без этого я уже не представляю, получается, свою жизнь. Появилось такое желание, то, что стать врачом, помогать людям. Я всегда хотел работать с детьми, потому что с детьми мне нравится работать, с детьми интересно. Как старший семьи, да, я частенько за своими братьями и сестрами, получается, присматривал, помогал им там всячески там в решении домашних задач и всего остального. Так что с детьми мне привычно работать, видимо, я думаю, так. Второй Денис, ему 23 года. Он шебутной, веселый, такой компанейский, но с такой железной волей. И вот поэтому он служит командиром отделения. Такой, но может и построить, когда надо. Но каждый ребенок рождается своим умом, в свое время. Дети радуются, вместе радуемся. Я очень горжусь. Это не описать словами, потому что, во-первых, я радуюсь каждому их успеху. То, что они поступили, учиться, то, что упорно идут к своей цели.
обычно говорю, что для жизни вам нужно учиться, учиться и еще раз учиться. При необходимости мы им всегда можем помочь. И они об этом знают, что мама с папой всегда их поддержат в любых начинаниях. В вашем доме каждый отвечает за что-то. А ты за что? Я за дом отвечаю. Чистота дома Да. стоит на тебе. Да. Даниил, а ты вот в семье один из старших. Тяжело ли это? Ну да, тяжело следить за этим, но братья помогают. Даниил у нас хозяйственный мальчик. У него мечта стать фермером, накормить всех людей, помочь, если кто-то там бедствует, вот, каких-то обездоленных даже спасти по-своему. Каждый угол вашего дома очень интересно оформлен. Мы фотки про дедушек ставим сюда, чтобы не забывать про них, чтобы они жили с нами, чтобы все видели, какие герои были. Каждый год берем эти фотографии и идем на бессмертный полк. И всей семьей, да? Всей семьей. А вот расскажи о некоторых. Салимов Нурмухамед Вали Ахметович и Сулейманов Насрулла Иблиевич дошли до Берлина и были сержантами. Ильясов Яхья Ильясович дошел до Бреста, и когда он дошел до Бреста, кончилась война. Кадыркулов Хазим Мухамедович, мы про него узнали только в этом году, его фотография не сохранилась. У нас в семье главных нету, мы вот с мужем все решаем вместе, как бы договариваясь. Никто не кричит, что я вот сказал, и все на этом. Или, например, ни я не говорю так, ни он не говорит. Мы разговариваем, решаем вместе все. Он для меня является опорой. Опорой является и для детей. Дети об этом знают. И знают, что никогда не подведет, например, нас. Ну, мне повезло с женой. Хорошая мама, любящая жена. Я для него стараюсь быть хорошей женой, тоже опорой. Для Филюса мои дети – это его дети. Он их принял как своих, а мои дети его тоже приняли как отца. У нас нет того, что, вот, например, твои, мои дети. У нас все дети общие. И они приняты в одну семью и живут одной семьей. Я очень счастливая мама и жена. За весь день я так устал, а у них еще есть энергия заниматься спортом. Стадион «Урожай» называется. Здесь мы каждый вечер проводим свое свободное время. Дети бегают, прыгают, занимаются вот на спортивных снарядах. Ну вот уже половина разбежалась, потому что им интересно. Все это в движении, дети же постоянно в движении. А вы сами тоже бегаете? Ну да. И бегаем, и играем с маленькими. Тут уже без выбора. Что же, Стэн, побежали? Побежали. Беговая дорожка вот Давайте. Семья у нас какая? Многодетная. Сколько нас? 11. 12. Детей много не бывает. А вы знаете, что автор периодической таблицы химических элементов Дмитрий Менделеев был 17-м ребенком в семье? Композитор Петр Чайковский имел по 6 братьев и сестер. Ученые Иван Павлов и Илья Мечников выросли в семьях, где воспитывалось 5 детей. Это было давно, скажете вы. Но я с уверенностью могу сказать, что в большой семье дети растут самостоятельными, трудолюбивыми, ответственными. И в каждом выпуске я докажу вам это.